Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Облачная поликлиника заработала в Якутии. Что это такое? Как подключиться к новому сервису? Как ею воспользоваться? И в каких случаях это поможет? Мы спросим у участкового врача-педиатра Якутской горбольницы номер 3 Юлии Обутовой. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала давайте разберемся, что вообще такое облачная поликлиника. В данное время мы, получается, все знаем о мировой проблеме, связанной с COVID-19. И каждый регион старается по-своему разработать эффективные методы с борьбы с этим вирусом. Используя региональные опыты Российской Федерации, стало известно, что нам надо разработать систему удаленного консультирования для уменьшения исключения прямых контактов с гражданами, находящимися на изоляции, а также для контроля за состоянием здоровья граждан по симптомам коронавируса с помощью удаленных технологий. Так, в начале года Министерство здравоохранения Якутии была поставлена задача разработать подведомственному учреждению Якутского республиканского медицинского информационно-аналитического центра внедрить систему удаленного консультирования. И совместными усилиями ЕРМИАТ, Министерства инноваций Якутии и Республиканского центра информационных технологий была введена в эксплуатацию телемедицинская система «Облачная поликлиника». И с 8 по 15 мая приказом Минздрава Якутии был проведен пилотный проект в 4 медицинских организациях. В первое время получают помощь дистанционно только больные коронавирусной инфекцией или с другими диагнозами тоже можно обращаться? Оно специально было разработано для работы больных с коронавирусом, а также контактных и тех, кто находится на изоляции. Но в будущее время планируется работа с гражданами из группы риска или пациентов с хроническими заболеваниями. А что показали первые дни работы нового сервиса? Как он себя проявил? Первое время была проведена телемедконсультация, и врачу и пациенту будет доступно общение в чате, видеозвонок. Также можно прикреплять вложения. По необходимости врач может проводить в системе телемедицинской консультации с другими врачами. Функционально для врача в системе доступен видеочат, текстовый ввод сообщений для переписки с пациентами и врачами, прикрепление документов, просмотр дневников здоровья пациентов и просмотр расписания врачей. По необходимости врач может повторно назначать консультации. Например, если у пациента показатели отклонены от нормы или если пациент находится на контроле самоизоляции по назначению медицинской организации. Юлия, а как работает облачная поликлиника? Расскажите и объясните механизм и какие специалисты вообще доступны. Для подачи заявки онлайн-консультации нужно выбрать пункт «Горячая линия Минздрав Якутии по коронавирусной инфекции». После поступления заявки в систему заявка автоматически доставится в прикрепленную медорганизацию пациента, и врачи назначат время проведения телемедицинской консультации. Если гражданин не прикреплен, то его заявку обработает дежурный оператор Единого центра сопровождения и поддержки пациентов. После согласования в смартфон гражданина поступит пуш-сообщение и информация о времени. В назначенное время врач вызывает вас с помощью текстового сообщения или вызова на консультацию. Юлия, как подключиться к сервису и есть ли какие-либо ограничения? Ограничений для граждан России не имеется. Для этого нужно иметь доступную скорость интернета и смартфон, либо мобильный телефон, который позволяет скачать данное приложение. Расскажите, а могут ли врачи дистанционно ставить диагнозы и выписывать рецепты? По приказу
Министерства здравоохранения РФ номер 965. Телемедицинские консультации носят только рекомендательный характер для профилактики, сбора, анализа жалоб пациента, оценки эффективности лечебно-диагностических мероприятий и наблюдением за здоровьем пациента. Систему нельзя использовать для постановки диагноза и выписки рецептов. Юлия, в каких районах сейчас доступен сервис и в каких станет доступен в будущем? В данное время данное приложение доступно в Алданском, в Ленском, Санитарском районах, и в городе Якутске, и в будущее время будут внедрены в остальные районы, где позволяет скорость интернета. Юлия, а можно ли дистанционно оформить больничный лист? Дистанционно больничный лист оформить можно по предписаниям и больным и контактным коронавирусной инфекцией. Во время пандемии насколько новый сервис поможет врачам и больным справиться и с коронавирусной инфекцией, и с лечением других хронических болезней? Согласно указу главы республики от 17 марта 2020 года, штабом по коронавирусу и службой 112 будет проводиться контроль граждан за соблюдением режима самоизоляции на дому с помощью электронного мониторинга местоположения гражданина по геолокации. По определенному графику времени гражданину будут поступать в смартфон пуш-сообщения, которые обязывают сообщить свое местоположение нажатием на него или через кнопку «Я дома», таким образом сокращая контакты и распространение данного вируса. Юлия, спасибо за беседу и удачи вам. Спасибо. До свидания. До свидания. О новом сервисе «Облачная поликлиника» мы говорили с участковым врачом-педиатром Якутской горбольницы номер 3 Юлией Обутовой. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.